В столице региона продолжается капитальный ремонт проспекта Ленина. Сегодня эти работы преподнесли немало хлопот для горожан, а особенно для автомобилистов. О том, какие работы будут еще проводиться на проспекте и будут ли еще изменения движения общественного транспорта, нам расскажет наш коллега Дмитрий Тымыров. Он находится с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуй, передаю тебе слово. Коллеги, здравствуйте. Как вы видите, мы сейчас находимся на пересечении улицы Петровского и проспекта Ленина. В прошлый раз мы выходили на прямую связь со студией с того участка. Тогда строители здесь убирали верхний слой. А сейчас вы можете посмотреть, здесь полностью перекопали часть улицы проспекта Ленина. Здесь ведутся основные работы, как нам сообщили как подрядная организация, так и представители городской мэрии. А в ту сторону вы тоже можете посмотреть. Именно перекопали строители здесь, получается, начиная от улицы Петровская до улицы Кулаковского. О том, какие строительные работы здесь ведутся, именно на этом участке, более подробно нам расскажет начальник управления транспорта городской администрации Василий Амбросов. Василий, добрый день. Расскажите вообще, какие работы здесь ведутся и почему здесь все перекопали. Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня мы стали свидетелями того, что начались ремонтные работы по проспекту Ленина. Это уникальный объект, такого пока еще на вечной мерзлоте, скажем так, не было. Мы планируем здесь обустроить четырехполосное движение, и все провода, это уникальность еще в этом заключается, что все провода, они должны быть спрятаны под землей. Будут велодорожки, и еще здесь будут введен светофорные объекты, это по интеллектуальной транспортной системе. То есть они будут уже сами регулировать включение-выключение по режимам. Это все новое, которое уже внедряется во всей России. И мы, как столица Якутии, должны идти в ногу со временем и всех этих изменений должны внести у себя. Смотрите, работы, которые здесь планировали по, коллектор или чего-то там внутри, под землей, эти работы здесь уже завершены или как? Да, в этом году водоканал уже приступил, все заканчивает работы по очистке канализационного коллектора. Мы видим, как раз стоят люки. И они заканчивают, и эту сторону закончили, и пока сейчас там в районе мэрии. Смотрите, сейчас из-за этих ремонтных работ мы видим то, что изменилось движение автотранспорта, общественного транспорта. Как эта схема повлияла на нагрузку, и мы видим сейчас улица Орджоникидзе является основным центральной дорогой. Вообще, какова нагрузка на транспорте? Вообще этот вопрос далее рассматривается или как? Да, исторически у нас сложилось так, что основной транспортный поток, это общественный транспорт, он проходил через проспект Ленина. И по проспекту именно на этих участках проходило 15 городских маршрутов и 7 пригородных. Все они распределены по параллельным улицам, это Ярославского и Орджоникидзе. Настроены светофорные объекты, введен дополнительный светофорный объект на перекрестке Петровского-Белинского с таким раскладом, чтобы быстрее разгрузить автопотоки. И по поводу, говорили, то, что улица Чернышевского, что там будет, и вообще это будет тоже как-то влиять на общественный транспорт? Да, улица Чернышевского, там планируется строительство канализационного коллектора по линии водоканала. Вопрос по поводу перекрытия, точная дата, скажем так, еще пока не утверждена. Сейчас должны сделать проект организации движения, дорожного движения. Схемы маршрутов объезда, они разработаны. Схема объездных путей тоже разработана. Планируя данное перекрытие, у нас проведены работы по обустройству объездных путей. Это у нас основная магистраль пойдет по улице Автодорожной, и как запасные для мелкой разгрузки, скажем так, переведены в порядок улицы Крупской от Чернышевского до Дежнева и в Залоге Лизы Чайкиной и Гастелла.
Хорошо. Ну и напоследок последний вопрос. Откроется ли у нас проспект или все-таки горожанам придется наблюдать закрытие вот этого участка? Будет ли тут ездить общественный транспорт и когда вообще проспект планируют открыть? Весь проект капитального ремонта проспекта Ленина от Красноярова до Хабарова он разделен на два этапа. Первый этап – это участок от Кулаковского до Дзержинского. В настоящее время перекрытие до Октябрьской, но постепенно в течение зимы будем дальше передвигаться по участкам. Участок от Кулаковского до Петровского сейчас вот практически завершается, и здесь будут производиться работы по замене грунта, и уже в щебеночном варианте сверху еще будет наложен мелкозернистый щебень, и уже по нему потихонечку начнем открываться, но не для общественного транспорта. Хорошо. То есть, получается, дорога все-таки откроется. Ладно, спасибо. Ну, а более подробно мы будем рассказывать в вечерних выпусках новостей. И напоследок хочется отметить, что здесь сегодня, когда мы подъехали, работал Следственный комитет, строители во время строительных работ обнаружили какие-то останки. Более подробно об этом мы расскажем, собственно говоря, тоже в вечерних выпусках новостей. Мои коллеги узнают информацию. На этом у меня все, коллеги. Благодарю, Дмитрий. Напомню, с нами на связи был наш коллега Дмитрий Тымыров. Он рассказал о ситуации на дорогах столицы.